Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня на кухне, и как видите, у нас на столе хлеб, буханка хлеба. Хлеб, конечно, не свежий, он уже твердый уже, можно сказать, не свежий уже. И что же мы сегодня собираемся делать? Сергей за кадром. Ну, я тоже поздороваюсь, друзья, с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем приветы. Да, буханка хлеба, и она черствая буханка хлеба. И мы сегодня хотим показать, что нельзя даже и не нужно выбрасывать этот черствый хлеб. Ну, способов разных, конечно, всяко разное есть эту буханочку превратить в вкусняшку. И сухарики, и все такое. Ну а мы сегодня покажем, как можно сделать из него такую вкусняшку к чаю, замечательную просто, типа шаник, но ленивых шаник. И я, конечно, это все, такое видео будет короткое, я, конечно, это все засниму. Маша будет делать, а я буду снимать. Конечно же, вот эту корочку убираем мы. Из этой корочки прекрасные сухари получаются, или самим даже, или у нас Умка очень любит эти сухари тоже. Вот. Режем такие вот примерно где-то 1,5 сантиметра толщиной. Можно даже побольше, потолще чуть-чуть. Вот такие ломтики. У нас на противень, наверное, 3 штуки влезут, Маша, да? Много не будем делать, как раз к нашему чаю. Да, 3 штуки. 3 штуки влезут. Получается 3 шанишки такие ленивые. Хлебушек зачерствел, потому что Маша сейчас была тоже в разъездах и все такое. Она мне перед отъездом оставила буханку, я так и не съел эту буханочку. Она осталась, и вот. Значит так, что мы делаем еще? Ну, я вот разговорчивый, да, Маша снова молчит, друзья. Убираем вот это черную корочку, это все убираем. Да, это вот. Нам не надо. Даже побольше можно вот делать. Вот, да, вот так примерно. Отрежем. Вот. Это тоже на сухари пойдет. Но это уже вот черная такая корочка, да, на сухари это точно уже Умке пойдет, потому что, ну, она очень любит это все грызть. Собаки, наверное, все любят грызть косточки и все такое. И вот у нас такие остались вот такие заготовки из почерствевшегося хлебушка. Что у нас теперь здесь еще? Вот у нас есть молоко. Сначала ложим хлебушек и наливаем, ну, слегка вот, именно, чтобы он растекся по хлебушку. Так, вот, наливаем. Короче, замачиваем, если одним словом, замачиваем хлебушек. Да. Ну, наверное, достаточно уже потом. Вот, этот хлебушек. И с обоих сторон переворачиваем осторожненько, чтобы, ну, она вот сейчас будет, она размягчится, этот хлебушек. Сначала он более такой еще плотненький, а потом он совсем размягчится. И вот. Можно даже, ну, еще сверху немножко чуть-чуть полить, чтобы тоже чуть-чуть. Или ложкой там почерпать сверху. Вот так тоже, да. Во. Чтобы он, этот хлебушек, молоком пропитался. Сбоку корочку не надо убирать. Видите, вот, это все оставили мы. Вот. Это сказать, можно сказать, и вторая жизнь вкусняшка этого хлебушка. Никогда, вот меня учили так, нельзя называть хлеб, ну, невкусным. Вот, хлеб иногда, всегда вкусный. Да, хлеб всегда вкусный. Иногда, ну, бывают же такие моменты, когда мы говорим, ой, сегодня хлеб не получился, невкусный. Ну, например, берем там с магазина хлебушек. А говорят, это нельзя говорить. Вот. Это сейчас еще поддержим в молочке. И так вот это все дело, и второй кусок, и третий кусок, так это будем повторять. Вот так, Маша улыбается. Да. Ну, я угощал... Шанги, скажи, не делаем, да. А потому что никогда. Сейчас новогодние праздники на носу, да.
Маша почти домой не приходит. Я ее вижу только вечером, когда она меня не стелит постели и все такое. И больше, и завтрак еще, утром еще вижу, когда она меня завтраком кормит. А потом днем я ее вообще не вижу. Так, процесс идет, пока выключишь. Почти стакан молока ушел у нас на пропитку. Хлеб специально сейчас с Машей посчитали, сколько этой буханки, насколько это меня Маша оставляла. Получилось у нас 4 дня. Этой буханкой 4 дня. Такая полусухари уже, если честно. Перебор. Перебор, конечно, уже это самое зачерствели. Вот. Ну вот из стакана вот такой кружки, здоровой кружки осталось, ну, наверное, чуть-чуть, наверное, пару ложек всего молока осталось. Все, хлебушек взял на себя. Вот. А это крайне Маша уже не принимает, уже отдает молочко на противень. Так, а в холодильнике у нас вон Маша сейчас взяла пюрешка с обеда осталась. И вот, как на настоящие шанги будем Мазать. Да? Накладывать. Накладывать будем пюрешку такую. Пюрешку тоже не очень тонко будем ложить. Или класть. По-русски правильно класть. Пюрешку такую сейчас вот разложим на все вот эти 3 бутерброда. Ну и у нас сегодня видео же, Маша. Вот до чего обленились, да? Но они так и называются, ленивые шанги. Ленивые шанги. Этот, вот я сколько мне уже, 51 скоро стукнет, да? И я вот не знал вот этот рецепт. Я честно скажу, мама моя так не готовила ни разу. Твоя бабушка, наверное, тоже так не готовила ни разу. Вот. А увидел я этот рецепт, друзья, на Коми телеканале. Один раз показывали село Богородское. И там бабушка или там, даже не бабушка, наверное, уже. Еще. Ну, в общем, короче, одна хозяйка показывали, рассказывали. И она говорит, что а вечером, говорит, очень часто печем ленивые шанги. И что такое? И быстренько так показала. Оказывается, просто берешь черствый хлеб, держишь в молочке, молоко пропитается в этот черный хлебушек, и получается, вот, смазываешь, ну, кладешь начинку, обычно картофельную начинку, так вкуснее получается с картофельной начинкой. И все. И такие же настоящие румяные шанги получаются. Я как увидел это по телевизору, мне так, ну, захотелось попробовать. И действительно я попробовал, угостил Машу. И Маше, наверное, тоже понравилось, да ведь? Угу. Как настоящие шанги. Вот так. Получается, что... Ну, конечно. Горячие, румяные. Да, как будто заново вообще Получается. распаковать. Очень понравилось. Так, пюрешка еще осталась. А теперь, друзья, берем сметану, немножко разводим молоко. Нынешняя сметана покупная, почему-то она не размазывается. Да, Димаш? Угу. А почему? Не знаешь? Густая. Не настоящая, наверное, сметана. Вот, немножко разводим молоко с молоком, вернее, и будем смазывать наши шанги ленивые. Каждый кусочек смазываем вот этой сметанной смесью. Ну, сейчас он как хорошо. Когда с молоком разбавили, Да. ну, как хорошо мажется. Ну вот, готово. И мы сейчас отправляем в духовку. А у нас духовка тоже уже пораньше сегодня включили на 200 градусов. И отправляем наши шанишки. Ленивые. Ты лентяйка или нет? Нет. Конечно, нет. У меня язык сломается, если я так скажу. И чирей туда выскочит на язык.
Ну, минут 10 подождем. Минут 10, ну, может быть и подольше, потому что мы не знаем. Сейчас мы вот засечем время ну, уже скажем, сколько мы держали. Потому что будем готовить по румяности. Хлеб уже, кто он приготовится, он уже готовый. Да. А вот румяная корочка, чтобы образовалась сверху, вот это мы будем ждать. Дальше, но у нас есть что показать за это время. Пока мы будем ждать, пока эти шанги испекутся, наши ленивые шанги, мы покажем вам, ну, короче, покажем что-то сейчас. Как обещал, друзья, что-то показать, и вот показываем. У нас снова гостинцы. Пришла бандероль такая, вот такая бандероль, посылка. И этот бандероль, эта посылка пришла от подписчицы нашей, от зрителя нашего канала, постоянного зрителя, и всегда с уважением к нам относится. Зовут ее Татьяна. Вот. Ну и мы еще не открывали, правда уже пару дней задержались, мы просто потому что Маши не было дома. И вот Маша приехала и делаем вот эту распаковку. Сейчас посмотрим, что там. Конечно же, по WhatsApp Татьяна нам сказала, что будет там. Прислали нам семена. Семена томатов, сказали, будут в этой бандероле. И кое-что тепленького для Маши. Нормально так упаковано все. На этот раз бандероль дошла, все нормально, да, Маша? Ничего не открывали, а то прошлую посылку от наших зрителей вообще в ужасном состоянии была. Сейчас вот нету претензий никаких. И быстро дошла посылочка, и бандероль. И, сразу сверху такая красота. Внутри что-то есть, да? А, семена. Свои семена, наверное, да? А я не знаю, вот тут. Написано сорта, да? Томат боец, высота 60 сантиметров, вес 100 грамм, урожай 23-го года. А, свои сорта получается, да? Ну-ка. Так, томат утенок, высота 40 сантиметров, желтые, некрупные, урожайные, дата уборки 23-е. До 3-го года получается. Да. Тоже, Томат топтышка 60-80 сантиметров, вес 150 грамм, урожайность тоже 23-го года. Так, томат Санька красная до 80 сантиметров, вес 150 грамм, тоже 23-го года. И Санька золотой 60-80 сантиметров, 100-150 грамм, урожайный, тоже 23. Семена. Отправили их. Угу. Еще есть там, да? Шуршит что-то, да? Я слышу. Да. О, здесь потом налить, да? Ага. Так, томат голубая кровь 1,8 метров. Получается, да, высотой, наверное, 1,8 растет или что? Так, 80-150 грамм. Это здесь идут томаты тоже. Томат подлесный 1,5 метра высотой, наверное, 300-500 грамм. Оранжевый, тоже все эти 23-го года, наверное, да. Томат Дагестан 1,2 метра высота, 300-500 грамм. Урожайность 23-го года. Томат черри карамельки желтые. Мы черри любим. Помидоры. Ой, да, и желтые мне понравились, Да. они сладкие такие. Высотой 1,2 метра, 40 грамм. Все, на 10 лет вперед томата мы обеспечили. Да, томат черри карамельки красные, тоже метре два. Так, дальше. Это, наверное, собственные все семена, наверное, сами, наверное, это
Мгм. Наверное. Сделали. Карамельки черные, 1,2 метра. Ну вот. Черная груша. Такой сорт первый раз слышу даже. Короче, обязательно посади. И, Очень много сортов здесь. ну, это, наверное, за одно лето еще не посадить черные эти сорты. То и, А, Типа- вон еще такое. это типа такая переливающая картинка такая, Да, собачки. красивенькая собачка. Собачки, щенята, Синята, да. красивенькие. Мгм. Померяй, потом покажешь. Я поснимаю. Ногу вверх подними. Ногу вверх подними. Тут да, мелькает. Ужас. Ой. Вообще по размеру. И вообще хорошие носочки. Вот такие штиблеты. Красивенькие такие. Ну как, по размеру, да? Да, все как по размеру. Угу. И вообще, спасибо огромное, мне очень понравилась кошка. Все новое надо обнюхать. Конечно Кошка, же, малышка. Малышка надо все обнюхать. Это что-то новенькое Маша надела. Вот так. Да. Огромное спасибо за такие тапочки вязаные. Мне вообще понравилось, очень даже понравилось. И узор, и все, и по размеру, и цветы, как мне нравится. Спасибо огромное за такой приятный подарок. Теплый подарок, я бы сказал еще. Да, теплый, за такой теплый, приятный подарок. Да. Татьяна, большое-большое спасибо и от меня тоже. Вот. Ну, помидоры мы обеспечены, как я уже сказал, на 10 лет вперед теперь. Да, не надо уже никаких семена покупать. Да-да-да, очень много сортов. И все будем пробовать, конечно, потихоньку, все будем пробовать. Ну, потому что не очень много кустов помидоров сажаем, но... А как не очень? И на открытом грунте сажаем, и в теплице тоже сажаем. Так. Теплицы в этом году. В этом году нет, но всегда еще сажали. Потому что погода, летом погода хорошая, сейчас лето теплое, и все у нас растет на огороде. 3 года подряд уже на открытом грунте Да, у нас росли да. помидоры хорошо и созревали даже. Ну что, все, показали вам, что обещали. Спасибо еще раз, Татьяна. А у нас там ленивые шанги. Что там творится? Так по запаху чувствуем, что там творится в духовке. А что? Сейчас посмотрим. Ну что, время у нас подошло. А сколько мы держали-то? 25 минут где-то, 30, наверное, даже аж держали. Такие шанишки. Вот такие шанишки получились. Смотрите. Кто скажет, что сейчас черствый хлеб невкусный? Сейчас смажем сливочным маслом. И прямо на тарелку сразу будем выкладывать. Со всех сторон. Это сейчас сверху Маша напротив меня смажет, а потом со всех сторон еще смажет сливочным маслом. Горячие шанишки. Да. Видите, как красота. Быстрее. Хлебушек там яркий. Переложили на тарелочку, друзья. Смазываем бока. Ну вот такая красота, друзья. Шикарные шанги. Ленивые, правда, но шанги. Сейчас будем пить чай. Маша улыбается. А что ты улыбаешься? Потому что... Я помню в мойке. Алексею привет. Они не пекут шанишки, да? Да. Вот. И мне почему-то вот вспомнился Алексей, товарищ, друг у Сергея, с которым он все время часто очень разговаривает. Вот. Алексей из Воронежской области. Привет, привет, большой. Пеките шанги хоть такие. Да. Я уговариваю Алексея, говорю, испеките там шанги. И я сними хотя бы фотографии и вышли мне, получилось или нет. Так что, Алексей, вот, это вам показали, как делается очень легко и быстро. Да, черствый хлеб. Раз, намочили в Пюрешкой молоке, намазали. пюрешкой намазали и все.
Вот вам и шанишки. Ну что, пробуем? Ох, они такие еще горячие. Горячие, ароматные. Видите, какие мягкие стали они? Смотрите, настоящие прям. А, не беда. Ну как? Не подвел рецептик, да? Сбоку это Корочка. корочка. Хрустящая. Слышно, как хрустит у тебя под зубами. Немножко хрустит. Не так, чтобы прям сухари они. Немножко совсем. Как в настоящих шаньгах. А, не беда. Вкусно, да? Угу. Я тоже хочу укусить хотя бы. Ничем не отличается от той, что вот Настоящие, что ли? как, да. Потому что они горячие, вот когда горячие, конечно, все вкусно. Ой, я не знаю. Я бы, наверное, все равно не сравнил настоящие шанги и ленивые эти шанги. Но Но я знаю, что они тоже вкусные. Просто они вкусные. Дайте вот я вот эту уголочек укушу. Дотянись до меня, пожалуйста. М. М. Настоящая шанга. Вот так, друзья. Никогда черствый хлеб, хоть пускай он, как у меня, 4-5 дней лежал, старайтесь не выбрасывать. Максимум выжмите из него что-то вкусное, полезное. Вот так. Потому что это все равно это буханка хлеба, это труд, начиная с хлеборобов до пекарей и до нас. Вот. И видите, какую вкусняшку можно приготовить. Даже из такого зачерствелого, уже 4 или 5 дней, точно уже забыл, сколько прошло, вот столько этой буханки. А такая вкусняшка. От Маши. так что советуем приготовить очень быстро. Вечером, например, что-нибудь такого вкусненького хочется. Это очень легко и очень быстро делается. Да, как у нас. Открыли шкаф, там черствая буханка лежит, открыли холодильник, там с обеда пюрешка осталась. Вот тебе и. Ну вот только вот, да, конечно, пюрешку надо сделать. А так очень быстро и легко. Иногда в холодильнике, в кастрюле лежит эта пюрешка просто так. И выбросить жалко, и вроде бы и не хочется уже кушать. А так раз и все, быстренько все. Вот так, друзья. Все, как говорится, вкусняшку показали, гостинцы показали, спасибо сказали, все рассказали, что хотели, все показали. И будем говорить до свидания. До свидания, друзья. До новых рассветов. И пускай они всегда будут добрыми, вкусными и с надеждой на будущее. С хорошей надеждой на будущее. Все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.